В своей профессии он хранитель культуры и цивилизации, во многом первооткрыватель, а главное – великий труженик. Эдгем Рахимович Тенишев – лингвист, тюрколог, крупный российский востоковед, доктор филологических наук и наш земляк. В 2021-м, объявленном президентом России Годом науки, со дня рождения ученого исполнилось 100 лет. Тюркские языки – это одна из крупнейших языковых семей. Вот современная наша наука, которой я занимаюсь, насчитывает почти 40 современных живых языков, но и около 10 древних языков, которые имели свою письменность. Языки культуры в контексте исторического наследия. Так назвали Всероссийскую научно-практическую конференцию в Пензе и посвятили ее столетию со дня рождения Эдгема Тенишева. Инициатор масштабного форума «Татарская национально-культурная автономия региона» при поддержке правительства Пензенской области, Федеральной национально-культурной автономии татар и Всемирного конгресса татар. В библиотеке, носящей имя русского классика, но с национальным татарским колоритом, Всероссийская научно-практическая конференция, посвященная языковедению, лингвистике, в год, объявленный президентом России Годом науки. Я счастлива, что именно такой значимый юбилей проходит на родине папы, в Пензе, потому что Пенза не просто место, где он родился. Здесь он формировался как личность, здесь закладывались все линии его судьбы дальнейшей, и он всегда до конца жизни был связан вот этими нитями, душевными нитями с родным городом. Эту конференцию ее участники назвали первыми тенишевскими чтениями, особым событием в истории и культуре Пензенской области. Сейчас в регионе живут более 100 тысяч представителей тюркских народов. В Городищенском районе находится и самое крупное в Европе село, место компактного проживания татар. Принципы межнациональной дружбы и добрососедства тоже в центре внимания участников научного форума. И это очень хорошо, что человек, который всю свою жизнь посвятил тюркологии, посвятил изучению тюркского языка, воспринимается как составная часть великой и очень богатой татарской культуры. Фамилия Тенишева, его жизненный путь, его исследования служат примером тому, как хранить межнациональное единство, как ценить взаимообогащение культур. И думаю, что вот эта конференция – это хорошая основа для того, чтобы вот эти замечательные традиции, заложенные татарской национально-культурной автономией, здесь были поддержаны и развивались. Созидательный труд, уважение и бережное отношение к национальным традициям, обычаям, уважение к культуре – это являлось всегда хорошей основой динамичного экономического развития нашего региона и межнационального согласия, которое направлено на мир, дружбу, созидание ради интересов нашего региона. Организаторам конференции удалось объединить усилия ученых, общественных деятелей, представителей культуры и властных структур вокруг работы по изучению богатого научного наследия Эдгема Тенишева. Это событие, которое объединяет и многонациональную Пензенскую область, а также всех татар, которые проживают за пределами и Татарстана, и Пензенской области. Пенза – это уникальная территория, связанная с историей народов России, в том числе татар. Из 80-90 докладчиков, где-то половина Татарстан. Здесь народ живут очень мощно, исторически. Это группа таких народов, как тюркских, финских. Я специально говорю не финно-угорских, а финских, угорских, славянских. И всегда это здесь особо такой крупных никогда исторических войн не было. В своем выступлении на форуме дочь ученого Айша Тенишева подчеркнула, что Пенза для ее отца стала в его жизни путеводной звездой. Городу она подарила семейную реликвию – драгоценное украшение, созданное представителями этого старинного дворянского рода. Изображена Земля, Луна в форме полумесяца, созвездие Малой Медведицы из натуральных камней и полярная звезда. Полярную звезду всегда называли путеводной звездой, потому что она всегда указывала верный путь мореходам и путешественникам.
Пенза стала местом проведения Всероссийской конференции не случайно. Старинный русский город на Суре – место рождения Эдгема Тенишева. Здесь он появился на свет, рос, учился, а затем и некоторое время работал. Родители будущего ученого не жалели сил для образования сына. И вот что он вспоминал о своем отце. Как многие татары, это ремесло булгарско-татарское, стал мыловаром. Причем сам выдумывал разные сорта мыла, и пензяки просто не было проблемы с реализацией продукции. Производили прозрачное мыло, такое, что прямо видно, вот секреты все ушли. С Пензой у него было связано очень много. Это родной город, это город его предков. Для него очень было важно родственные связи. Здесь он провел первые годы, здесь он пошел в школу, очень тепло вспоминал учителей и учителя математики, особенно. Точная наука математика впоследствии сказалась на всем творчестве гуманитария Тенишева. Кристальная четкость мыслей и строгость изложения поражали в работах филолога. Пензенская школа номер 2 на рубеже 20-30-х годов прошлого века находилась вот в этом здании и в реестре числилась как единая трудовая школа первой и второй ступени имени Алексея Рыкова, председателя Совета народных комиссаров. В 1931 году функционирует как 7-летняя, а с 1934-го – средняя общеобразовательная. Одну школу в Пензе, но в разное время с Эдгемом Тенишевым закончил Николай Нюшкин. Тогда, не зная друг друга, впоследствии они не раз встречались и даже сотрудничали. Эдгем Рахимович удивительно общался с людьми. Он, большой, как говорится, ученый, мэтр, был прост в общении. Он дружелюбно относился к людям. Это был стиль его мышления, потому что он по жизни своей старался не только умножать знания в науке, но и умножать добро в тех делах, в которых он участвовал. Это было желание помочь тем людям, которые живут на его родине, в Пензе, которые стремятся, чтобы культура края шла к культуре мира, потому что культура края – суть частица культуры мира. И он сам был таким. Он стремился к тому, чтобы доброе дело сделать для Пензы. В 1938 году Эдгем Тенишев школу в Пензе закончил и стал студентом Московского института инженеров железнодорожного транспорта. Там у нас были замечательнейшие учителя, еще из старой интеллигенции, знавшие наизусть всю историю литературы и критику по литературе, например. Географию взять. Человек, который видел лондонский туман и как лошадь с оглоблями въехала в роскошную витрину. Все это мы слушали от очевидцев. А самый любимый, самый знаменитый преподаватель был у нас генерал-майор в отставке Юрий Михайлович Тихменев. Старший брат его был генерал-лейтенант. Оба они, год разницы между ними, военные оказались, кончили Академию Генерального штаба. Старые русские, значит, были образованнейшими людьми. Они были обязаны знать, совершенно бегло владеть 2 иностранными языками, как минимум. А Юрий Михайлович Тихменев, мы его очень любили за то, что он был строг, требовал, но в то же время щедрый давал. Он преподавал нам математику. И вот весь выпуск ребят были математиками. Я тоже сам ушел в математику и даже не ограничивался программой школы, а дальше сам.
Как известно, Восток – дело тонкое, и сколько бы его ни изучали, он все равно оставляет за собой почти магическую тайну. Лингвистика – наука, на первый взгляд, кабинетная и далекая от жизни, в отношении Востока становится весьма прагматичной. Наука о языке, на чьей основе систематизируют данные о духовной и материальной культуре народа. Заслуга Эдгема Тенишева в исследовании особенностей древних тюркских языков и создании стройной схемы их изучения. Мне бабушка, дедушка и вот старшая тетушка рассказывали разные мусульманские истории, но я думал, что это сказки. Потом, когда уже мы с Сергеем Ефимовичем Маловым стали читать старые тексты, в частности, «Ксас Анбия» Рабгузи, это история пророков Рабгузи, оказывается, все оттуда мне мои бабушка и дедушка рассказывали еще с толкованиями. Так что мне уже это было пройденным этапом востоковедения. И так все старые книги Ахмед Ясеви, Сулейман Бакр-Гани, поэты суфии мне были по дому знакомы хорошо, так что здесь мне было действительно легко учиться. Эти разные мусульманские истории для малыша Эдгема впервые прозвучали на его родине в Пензе, в татарской дворянской семье Тенишевых. Он и первый класс окончил в национальной школе. Спустя годы Эдгем вновь вернулся в родной город. Это случилось в военном 41-м, после того, как его не взяли на фронт из-за сильной близорукости. Я пришел в деканат и говорю, что же делать мне? Что делать? Ехать домой, разве не видите как? И мне дали справку, до сих пор живет, на всякий случай, на 2 недели командировка в Пензу. А я уехал в Пензу. Там был еще открылся, то есть продолжал деятельность институт, педагогический институт. И я кончил по инерции математическое отделение. Все-таки. В годы Великой Отечественной войны в самом центре Пензы, вот в этом здании, находился почтамт. Интересная архитектура, внешний вид, останавливающий взгляд. Кстати, до печально известных событий октября 1917 года именно здесь находился городской ломбард. В 40-е и роковые почта работала, что называется, бесперебойно. Ведь почтовая связь в то время была единственной возможностью получить долгожданную весточку с фронта. На пензенском почтамте студент Тенишев трудился сортировщиком писем. Затем работал на радиоузле завода имени Фрунзе. Одновременно поступил в учительский институт на математическое отделение. Один из его друзей, он написал ему из Ленинграда тогда, еще Ленинград, что здесь открылся Восточный факультет. Ты же татарин, тебе будет легко. Приезжай, все, поступишь. И вдруг папа говорит, что вот что-то такое случилось, просто что-то внутри взорвалось. И он, конечно, столько он читал книг, столько рассказывали вот эти мусульманские сказания, легенды. Все это был мир, в общем, это был его мир. Отечественное востоковедение в то время переживало период подъема. Преподавателями студента Тенишева были яркие ученые. Впоследствии он вспоминал, что с учителями ему везло всегда. 3 года Эдгем Рахимович жил и работал в Китае. Он совершил 3 экспедиции по Центральной Азии. В Пекинском университете читал лекции, вел занятия по изучению древнетюркских памятников, грамматики турецкого языка, морфологии кыпчакского. Путь от изысканий до издания книг, научных статей и монографий оказался долгим, ведь Тенишев слыл ученым дотошным, скрупулезно изучающим каждую новую находку. Я считаю, что мне в жизни крупно повезло, потому что моим учителем стал великий Эдгем Рахимович Тенишев. Те 7 лет, во время которых я тесно общался с Эдгемом Рахимовичем, это были годами таких больших достижений. Эдгем Рахимович был не только большой ученый, это был еще и большая личность. Почему? Потому что ему были присущи такие качества, как внимательность, ответственность и трепетное отношение к своим ученикам. Для него важно было желание. Вот желание заниматься наукой. Это было основное. Все остальное можно было путем там трудолюбия, терпения, все можно было
так сказать, довести до такого очень высокого уровня. Делали просто потрясающие результаты. Блестящие защиты были, и потом карьера, научная, все, так сказать, была очень успешная. И папа был счастлив, что он не просто реализовался как ученый, но он еще имеет продолжение как ученый вот в своих учениках. Доброе отношение к людям тоже было заложено в пензенском детстве. На углу современных улиц Бакунина и Урицкого располагалась знаменитая усадьба дворян Тенишевых, впоследствии памятник истории и архитектуры, которая находилась под охраной государства. Деревянный дом с мезонином, хозяйственные постройки и 3 флигеля, один из которых перестроили в мечеть. Женщины в роду Тенишевых были сильными натурами. Мать Алима и Мубина, Хаджи Джамал, это же она открыла мечеть. Она купила дом, который переделали в мечеть. Пристроили минареты. Впоследствии усадьба стала центром культурно-просветительской жизни татар. Здесь находился детсад и детдом для татарских детей, школа, библиотека, курсы воспитателей и медсестер для татарских женщин. Здесь ставили спектакли на родном языке. Здесь некоторое время жил и будущий языковед Эдгем Тенишев. И он много приложил сил для того, чтобы татарское население Пензенского края имело свою организацию, имело свой культурный, так сказать, фонд. Эти востоковедческие моменты, а татарский язык, все это тоже связано, все это способствует знанию, опять же говорю, не только конкретного народа, но и знанию того человеческого слияния, альянса, которое столь необходимо современному человечеству. Всякое знание языков разных, оно помогает знанию народа, знанию его прошлого, помогает нести из прошлого в сегодняшнее и в будущее то ценное, то достойное уважение, что есть в этом народе. Все же наша боль говорит, что усадьбу Тенишев снесли, и, к сожалению, на сегодняшний день мы не нашли ничего из того, что было представляла себя усадьба. Мы работаем сейчас над документами, историческими документами, собираем всю информацию по усадьбе Тенишев. И есть предварительная договоренность с региональной властью, что мы ее будем восстанавливать. Понятно, это уже не та старинная усадьба, будет новодел, но тем не менее мне очень хочется, не только мне, татарам Сузского края, чтобы у нас в городе Пензе был объект культурного наследия татар, которым, собственно, является усадьба Тенишева. Местом постоянной прописки ученого Тенишева стала Москва, но родную землю он не забывал. Являлся научным консультантом и вошел в редакционный совет первого издания Пензенской энциклопедии. Стал членом правления Лермонтовского гуманитарного фонда Тарханы, Татарского общества культуры Якташлар. У такого ученого, такой величины, конечно же, научное наследие очень велико, огромно просто. И, конечно, его изучают постоянно, как у нас в России, так и за рубежом. Самое ценное для нас в нашей библиотеке – это его издание с автографом автора. Это всегда для любой библиотеки, для любого даже музея, это всегда ценно, когда есть книги с автографом. И вот мы рады, что в наших фондах есть такие книги. Мы очень ценим эти труды, они у нас находятся в редком фонде. Но при возможности с ними можно познакомиться. И надо сказать, что у самого ученого была большая библиотека личная. Конечно же, она включала всевозможную литературу и на разных языках. Как сам говорил Тенишев, что все мое наследие, все мое богатство – это мои труды и книги. Наука для Эдгема Тенишева была не просто смыслом жизни, она и была его жизнь. Он мог работать в любых условиях – дома, в командировках, на отдыхе.
В середине 90-х ученый изучает тюркские языки Крыма – крымско-татарский, караимский, крымчакский. Курирует издание монографий, посвященных истории Крыма. В исследовании тюркологических проблем полуострова восстанавливает научные связи между тюркологами Москвы, Киева, Стамбула. Продолжает работать над изучением про тюрков и, как говорит сам, про тюркчанок. Это уровень хронологически, как индоевропейский, 5000 лет примерно, значит, 3000 лет до 19 века. Мы вот, надеюсь, доведем до конца, тюркологи, доведем эту работу до конца. И можно будет писать исторические грамматики всех современных языков и иметь портрет нашего протюрка и протюрчанки. Это одна из самых чудесных наук. Покойный Андрей Николаевич Кононов говорил: лучше науки, чем тюркологии, я не знаю. Эту работу он все же закончил, хотя уже тяжело болел. Вот когда он заболел, ему становилось все хуже, он попал в больницу, ему там поставили очень неутешительный диагноз, у него были проблемы с кровью. И когда мы за ним сказали, что если мы начнем лечить и химиотерапию, то химиотерапия его убьет раньше, чем сама болезнь. И вот когда мы приехали его уже забирать из больницы, он был в очень плохом состоянии, практически его вывезли на коляске к машине. И врач, мы сказали, какие прогнозы? Он сказал, 2 недели, 3 максимум. Но у папы был свой план по этому поводу. Ему обязательно, он внутренне считал, что ему надо обязательно закончить коллективный труд. Уже 5 томов было выпущено, это сравнительная историческая грамматика тюркских языков. И он завершил эту работу. То есть он прожил после этого больше 2 лет. Жизненная задача была завершена. И буквально через 3 месяца его не стало. Многотомное издание «Сравнительная историческая грамматика тюркских языков» стало для Эдгема Рахимовича последним. По словам его дочери, во время работы над ним ученый просто оживал на глазах. И это было чудо ради науки и благодаря ей. Папа был очень верующим человеком. Он всегда читал Коран, он обращался к Библии. Он не был фанатиком, он не был таким догматиком. У него была очень живая вера. Это религиозные сказания, на которых папа и воспитывался, и ему читали эту книгу. И именно вход в тюркологию, в востоковедение начался, собственно говоря, с этой книги. На форзаце, на полях вся история семьи. Семьи деда Алима Тенишева. Это, конечно, тоже источник его жизни, его жизненных сил. У науки окончания не бывает. Достижение одного ученого, тем более с таким широким диапазоном интересов, каким был Эдгем Рахимович Тенишев, всего лишь старт для его последователей, для вечного поиска нового и удивительных находок.